Как читать древнетюркские архонские руны и их связь с казахским алфавитом? Архонские руны — это древнетюркское письмо, которым пользовались тюркские племена, например, гунны и кутригуры, на территории современной Монголии и Центральной Азии, примерно в 8-10 веках. Эти руны наносились на каменные стелы и кости, и с них начались первые документальные свидетельства о языке древних тюрков. Современный казахский язык сейчас записывается казахской кириллицей. Несмотря на то, что архонское письмо выглядит совсем иначе, многие руны передают звуки, близкие к звукам современного казахского языка. Ниже показано, какие руны соответствуют тем или иным буквам казахского алфавита по фонетике. Как пользоваться списком? Сначала идет символ руны в архонском письме. Затем указана латинская транслитерация, буквы или сочетание букв, через которые современные ученые передают звучание руны. В конце дана буква или сочетание современного казахского алфавита, наиболее близко передающее этот звук. Обратите внимание, некоторые руны могут передавать не одну согласную или гласную, а сочетание звуков, например, «аш» или «энд». В таких случаях для передачи звука используются сразу 2 или даже 3 казахские буквы. Соответствие рун и звуков. Гласные – «эй», звонкий гласный «а», «и», звонкий гласный «и», звонкий гласный «е», «у», звонкий гласный «у», «y», звонкий гласный «ы», «о», звонкий гласный «о». Взрывные согласные. «эйба» квадрат взрывной согласный «б», «д» квадрат взрывной согласный «д», «дж» квадрат взрывной согласный «г», «эй» фарингальный согласный «г», заднеязычные, «к» квадрат взрывной заднеязычный «к», «эй» «q» фарингальный заднеязычный «к», носовые «м» носовой «м», «н» носовой «н», «н» носовой мягкий «н», глухие и дрожащие «п» квадрат взрывно-глухой «п», «р» дрожащий «р», «с» квадрат фрикативный «с», «стр» дрожащий глухой «т», «y» квадрат полугласный «й», африкаты и комплексы «ча» африката «ча», «ш» фрикативный «ш», «h» квадрат комплекс «h» передаются как «h», «баш» квадрат комплекс «баш» передается как «баш», «баш» and комплекс «and» передается как «and», «lt» квадрат комплекс «lt» передается как «lt». Как правильно писать архонскими рунами? Архонское древнетюркское письмо пишется справа налево, а строки идут сверху вниз, то есть по восточному принципу. Это противоположно современному казахскому письму, которое идет слева направо. Правило письма рунами. Направление письма с правого края налево, как в арабском или древнееврейском письме. Пример. Слово «терк» – «турки» будет писаться в архонском письме в обратном порядке, начиная с «к», затем «р», «ы», «т». Строки идут сверху вниз, как в традиционной восточной каллиграфии. Нет пробелов между словами. Обычно использовались точки, черточки или просто промежутки, чтобы разделить слова. Все буквы заглавные. Архонские руны не имеют строчных и заглавных формы. Все символы одинаковы по размеру и написанию. Пример. Направление справа налево. Слово «турки» – казахское. Порядок написания в архонском – К, Y, R, Ü, Т. Но читается это слева направо как «терк». Итог. Начинай писать с правого края строки. Пиши буквы в сторону левого края. Для перевода с казахского на руны сначала переведи слово в латиницу «терк» и, а потом замени каждую букву соответствующей руной, начиная с последней буквы латинского слова. Таким образом, пользуясь этим списком и правилами письма, ты сможешь сопоставить древний текст на архонских рунах с современным казахским алфавитом и правильно его записать.